на Питерском международном экономическом форуме. На что Республика Башкортостан рассчитывает по итогам форума? Ну, во-первых, мы приехали очередной раз презентовать нашу республику, наши экономические возможности. Мы приехали, конечно, сюда в поисках инвесторов, потому что инвестиции – это кровь экономики, как говорится. Поэтому это вот главная задача. С этой целью только мы и приехали. Очень надеемся, что отсюда мы уедем, познакомимся с новыми инвестиционными партнерами. У нас в программе и подписание целого ряда соглашений. Мы специально подвели к дате данного форума, потому что это тоже привлекает внимание. Вообще, в целом, я говорю, главная задача участия на форуме – это заявить о нашей республике, показать ее преимущества, показать о том, что мы действительно динамично развивающий регион, и где очень хорошие условия для привлечения, для реализации инвестиционных проектов. И мы открыты, как вы всегда говорите? Как всегда, да. И у нас и атмосфера очень хорошая, это тоже очень важно. Доброжелательная к инвесторам и честная очень атмосфера, прозрачная. Поэтому я надеюсь... Здравствуйте. Я надеюсь... Будут результаты? Да, очень надеюсь, да. Спасибо. Галит Фаридович, работаем второй день. В этом году у нас самый большой стенд в истории, который у нас был у Республики Башкортостан. И здесь из российских регионов мы уступаем, нам сейчас налево, уступаем Краснодару и Санкт-Петербургу. Катар самый большой, здесь 2000 квадратных метров. Ожидали они делегацию 500 человек, к ним приехало 200, не приехал эмир Катара. У него сегодня, кстати, день рождения. Со вчерашнего дня мы подписали одно соглашение на 700 миллионов, провели ряд встреч с А7, агрохолдинг, с Рахманом Шаральевич подписал. Провели встречу с Пермской целлюлозно-бумажной предприятием. Они ищут площадку на 4 миллиарда. Габасов с Шильдяевым провели эту встречу. Дальше предлагают нашу Алгу. По линии Министерства экономики провели встречу с министром экономики по поводу Евразийского центра. А вот, соответственно, наш стенд. Галит Фаридович, Андрей Геннадьевич, я предлагаю вам подойти в зону ЦУРа. Это Центр управления республикой. Здравствуйте. Да. Мы покажем вам, как эта демо-версия работает. Рустам Хамидович. Да, Галит Фаридович, доработали все. Это программное обеспечение, это автоматизация рейтинга высших должностных лиц, 20-ка. Здесь по всем показателям. Это первое. В красной зоне то, что нам еще над чем надо поработать. Здесь вся детализация по всем пунктам. По каждому из пунктов есть полностью раскладка. То есть здесь у нас все, и каждый муниципалитет, каждый регион можем посмотреть всю раскладку по цифрам. И все дашборды, как вам презентовали, доработали к Питеру. И по инвестициям, по экономике, по мониторингу ТКО. Любой район можем посмотреть все социально-экономические показатели по каждому из районов. Разбив такой презентации. Классно. А туристическое что здесь было? Здесь потенциал, здесь презентационный ролик по Алге, по туристическому потенциалу, по нашему деловому календарю, по всей активности. Все здесь тоже подготовили. Вчера уже все СМИ здесь, все берут интервью, берут репортажи, делают о Центре управления республикой. Вот у нас в нашем ЦУРе такое будет, да? Да. Это уже все, это туда все уже. Это прямо онлайн, Галит Фаридович, как у нас там. Полное дублирование так же, как там. Да. Но это еще потом добьется еще дашбордами в процессе. Совсем по объему инвестиций, по привлечению. Есть мониторинг реализации инвестиционных проектов, тоже как любой проект. Да, и по муниципалитетам. Да. Объем инвестиций в разрезе муниципалитетов и мониторинг реализации каждого инвестиционного проекта тоже здесь можем посмотреть. Здорово. Авиационно-промышленный кластер, вторая наша зона. Это вот здесь вот, да? Да. Наш авиационный кластер много подходит. Пойдемте. Вот Геоскан, да? Показываем наш вертолет К-32. Рассказываем то, что мы сегодня делаем. Авиационный кластер совместно с Геосканом, с Аэроэлектромашем, ИДС технологии. Наш газотурбина, да, двигатель. Вчера министр промышленности Катара как раз его презентовали, показали. Рассказываем про Л-41СТ. Здесь у нас, Галит Фаридович, наш Витязь. Здесь показываем Батыр. Поэтому все наша гордость. Это бортничество, да?
Давайте, Фарич, это мы воссоздали наш бортевой мед, привезли настоящий бортевой мед, настоящего Вчера министр бортовика. промышленности долго отсюда не выходил, Катара. Да. Пробовал. Презентовали вчера министру торговли и промышленности Катара. Расскажите, что как проходит, как вы показываете? Гости, меня зовут Анур Атлетов, я являюсь потомственным бортовиком седьмого поколения, приехал из Шимбарского района. Представляем здесь красивое дерево с дуплом, куда в дикой природе заселяются дикие пчелы и собирают такой уникальный мед. Также Настоящее дерево. Настоящее, да? инструменты бортовика. Это сделано из бычьей шкуры, ремень. Бортовик с этим ремнем поднимается на борт высоко, потом завязывает подножку, лянге, туда наступает, и можно уже спокойно работать. Также представлена здесь у нас холодная версия. Здесь мы, как видите, поставили настоящий бортовый мед. Всем И вот желающим, она нарастает сюда, да, эти? да, всем желающим гостям мы представляем горячий чай с настоящим бортовым медом. Спасибо. Спасибо, молодцы. Фарич, позвольте показать сердце нашего стенда. Это переговорная ошибка. Это переговорный шульгантаж. Мы постарались доподлинно создать эффект, атмосферу нашей уникальной каповой пещеры. Очень здорово. Мы также использовали стороны нашего стенда для того, чтобы максимально показать наш потенциал. Это лидеры мы по выпуску продукции среди регионов Российской Федерации. Также показали нашу карту ресурсов Республики Башкортостан. Рафич, так сторонним взглядом посмотреть, Да. есть что почитать. Да, есть что почитать. Мы иногда картину мира того, что мы делаем, не видим. Вот заодно. Здесь хотели показать наш туристический потенциал, наши возможности и, конечно, нашу красоту, наш геопарк Таратау в полной красе. И для наших партнеров, которые планируют работать с нами, мы показываем наши прямые логистические рейсы. Надеемся, что их будет А у больше. нас с Прагой нет уже пока? Пока, сейчас вот ни с Прагой, ни с Веной, ни Душанбе, Ташкент пока закрыты. Мы показали, что у нас было, то есть то, что мы планируем дальше возобновлять. По сути, это будет все работать, просто сейчас пока же... Там добавим Тель-Авив еще, да? Минск наш новый. Там и какую-то в Италию надо нам летать. Будем отрабатывать. Башкортостан, Ростовская область – это реально находящаяся в первой десятке почти по всем социально-экономическим индикаторам. Абсолютно. Мы слышали много, но у нас команда очень эффективная, и команда сейчас в башкирском правительстве очень эффективная, поэтому я думаю, очень здорово. Стратегическое партнерство между нашими регионами давно пора актуализировать. Но я думаю, на самом деле, можно, по крайней мере, экономические команды правительства, наш блок и ваш блок точно можно интенсифицировать. Возьмите у нас наши буклеты, давайте мы пообщаемся. Здесь министры, вице-премьеры, здесь есть возможность наладить мосты. Компания «Салават Стекло», которую мы тащим в Ростовскую область, и мы верим в то, что наша многолетняя работа приведет к тому, что они построят свой первый завод на юге России именно в Ростовской области. А может быть, вы к нам и у нас что-то совместное сделаем? Да, ну вот мы договорились так. Сначала «Салават Стекло» у нас строит, потом мы приезжаем... Потом «Стекло», «Салават» у вас. Ростов, Салават. Нет, Башкирия, действительно, как сказал Максим Валерьевич, очень перспективный регион, и многие наши компании смотрят на него с точки зрения инвестиций. Потому что экспансия, она часто сопровождается инвестициями. Я думаю, тренд последнего времени, конечно, это сочетание, дополнение друг друга. Кооперационные проекты совместные, смежников искать вместе, когда умная конкуренция, а не выжигающая другую конкуренция, когда проекты и выигрывают два, вин-вин. И Башкортостан, и Ростовская область. Абсолютно согласна. Спасибо. Подписывается соглашение о намерениях между правительством Республики Башкортостан и компанией Ласселсбергер ГМБХ о реализации в Республике Башкортостан инвестиционного проекта расширения производства керамической плитки. An agreement of intent is being signed between the government of the Republic of Bashkortostan and company Lasselberger on implementation in the Republic of Bashkortostan of investment project expansion of production of ceramic tile. Соглашение подписано.
Башкортостан имеет определенные равнины, озера, поля, также есть горы. В этих горах, соответственно, есть очень много у нас пещер, которые имеют определенную историческую ценность для нас, потому что там очень много наскальных рисунков. Соответственно, как бы это все связано очень глубоко с историей наших, основной народности — это башкир, это наш национальный центр притяжения наших жителей и гостей города. Соответственно, мы воссоздали эту пещеру, чтобы в таком очень интересном, скажем так, формате, чтобы вести переговоры с нашими инвесторами и акцентировать все-таки на точке притяжения жителей и гостей города. Очень интересно, спасибо. Можете аккуратно пройти. Откуда вы, скажите, пожалуйста? Мы из Новгородской области. Вы представили тоже здесь свой Конечно, стенд? у нас тоже стенд есть, да. Чуть подальше. Так что приходите к нам в гости. Обязательно. Посмотрите на наш стенд, мы вам тоже все расскажем. Здорово. Ну вы о нас что-нибудь новое узнали? Конечно. Мы поэтому подошли, заинтересовали нас. Очень интересный, красивый дизайн, интересные находки, но и в целом показываете, чем богата ваша республика. Это интересно, здорово. Спасибо за такую возможность. Спасибо. Буквально через 2 минуты здесь на стенде Республики Башкортостан состоится подписание с руководителем Автодора. Это не подписание, это рабочая встреча у нас сегодня будет. Мы будем обсуждать новый маршрут и трассировка дорогой скоростной трассы Казань-Екатеринбург, которая будет в составе Европа-Западный Китай. И пройдет она через Республику Башкортостан. Через какие города? Через Караза. Ну, первое, он Нижнекамск выходит, доходит до Дюртюля, из Дюртюля идем на Ачит. А для нас что это дорога? Ну, для нас это развитие дальнейшее. Мы оказываемся в той транспортной магистрали, которая будет осью развития всей нашей страны. Ну, это и дополнительные рабочие места, это и налоги, дополнительные места, это налоги, и транспортная доступность. До Уфы мы будем доезжать за 15 минут, 15 часов. За 15 часов из Уфы до Москвы? Да, в 15 часов. За 15 часов. Это примерно такие будут дороги, да. Дорога будет бесплатная? Дорога будет бесплатная от Уфы до Дюртюля, от Дюртюля до Нижнекамска, далее будет платная дорога. От Дюртюля до Екатеринбурга планируется пока что эта дорога будет платной. Спасибо. Спасибо. Очень уникальный вкус, как отличается. Не слишком сладкий, он такой. Объясните, что входит в состав, почему он не такой сладкий получается? Потому что там кусочки дерева, да, потому что кусочки животных, лапки животных. It's natural, but inside you can find out small pieces of the tree, small pieces of the bees, because they are inside, and when he grab it out, they stick. Yes, everything. So I'm eating bee as well. То есть я и пчел кушаю, да? Yes, you're eating bees and small pieces of the trees. Этот мед добывается в тайге, где нет связи, нет заводов. Produced in taiga, in deep forest, where you have no satellite connection. Пчел собирают из разных цветов, диких цветов. Поэтому the bees collect honey from different kind of wildflowers. Поэтому состав такой уникальный. That's why the content is very unique. It is different. Я говорю, вкус отличается от обычного. Да. Изображены мамонты, естественно, носорог, видите, мамонты, лошади, верблюды, то есть те животные, которых сейчас на территории республики нет, но мы их останки находим. Это уникальная пещера, в мире их 3, но у нас сохранилась картина благодаря структуре и микрофлоры, и качеству, и краски, у нас сохранилась наиболее отчетливо. Поэтому мы создали такой облик. Там мы на месте, это от Уфы где-то 280 километров, там мы строим большой музей, тоже рядышком, поэтому вас вот сразу хочу пригласить. Рад вас видеть, уважаемые господин. Спасибо большое за что нашли время. Уважаемые коллеги, знаете, вот мы с вашим предшественником встречались, очень плотно работали. У нас были очень хорошие планы. На прошлый год, ну, понимаете, пандемия нас немножко всех отодвинула. Сейчас ситуация, мы все видим, что ситуация существенно улучшается и в мире, и в нашей стране. Поэтому очень рад нашей встрече и хотел бы ряд вопросов с вами, конечно, обсудить.
Первое. Ну, приятно сообщить, что товарооборот у нас немножко увеличился. Да. Мы сразу хотели подумать, как-то более плотно уже поработать, поэтому мы в любое время ждем бизнес-миссию от вас. Если вы поможете организовать бизнесменов с Израиля, такие контакты у нас отрывочные есть. Вы знаете, у нас есть порядка, по-моему, 5-7 фирм, где существует в Башкирии бизнес Израиля. Плюс у нас очень хорошие отношения развивались по линии сельского хозяйства, потому что ваши доильные автоматы и, самое главное, программная оболочка. Фирма «Эл-Ар» была довольно часто ну, вот у нас по молочному она есть. Мы хотели кое-что закупить, но опять же из-за пандемии остановились. Надо срочно эту ситуацию нам возродить. Что очень важно, на мой взгляд, и нам вместе бы надо это сделать. Мы для себя в 2019 году до начала пандемии приняли решение об открытии прямого рейса. Да. Уфа-Тель-Авив, Тель-Авив-Уфа. А мы для себя видели что? Мы видели, что мы готовы даже его датировать. Мы думали, что 3 вещи нас там очень сильно привлекут. Первое – это, понятно, бизнес. Для этого, потому что все-таки, особенно IT-технологии, мы бы очень хотели с вашим технионом в Хайфе сильнее поработать, с целым рядом IT-парков, потому что вплоть до того, даже с возможностью там, научной кооперации, студенческой кооперации, потому что у нас есть такая кооперация, в частности, с технионом. Вот. Это первое. Второе – это туризм, безусловно. И третье – это тоже традиционная история, и мы здесь тоже существенно продвинулись. Это медицина. Медицина. Вы знаете, к нам приезжал с Хайфы руководитель крупнейшей медицинской клиники доктор Барак, Роман Барак. И он уже привозил к нам довольно большую миссию врачей. Эти врачи бесплатно обследовали ряд таких тяжелых случаев наших детей, и ряд детей они уже взяли даже на лечение. Это была как бы вот такая проба пера, но мы с медициной очень хотели бы повзаимодействовать. Пользуясь случаем, конечно, уважаемый господин посол, будем счастливы, если вы приедете к нам на фольклориаду. Открытие у нас 3 июля, да, с 3 по 10 июля. Вам будет приятно, поскольку большой танцевальный коллектив из Израиля тоже приезжает. Поэтому очень приятно с вами познакомиться. Спасибо, и надеюсь, будет новый толчок нашим отношениям. Обязательно. Я скажу, у нас просто очень хорошие отношения. В Израиле и России очень хорошие отношения. Вот именно то, что вы сказали, это именно то, чем я хочу заниматься, включая вот эту фольклориаду, потому что это действительно это вопрос наших культурных связей. Скоро все эти границы опять откроются, так что мы готовы к взаимодействию. Супер, очень интересно. Как вам переговоры с коллегами из Израиля? Это продолжение большого процесса, потому что... Первый раз уже встречались? Это новый посол, мы с ним первый раз встречаем, но с предыдущим послом и с бизнесом Израиля мы до пандемии коронавируса уже плотно работали, начинали работать. У нас там было ясное понимание, всегда все должно быть просто. Первое, мы хотели открыть рейс прямой. Это существенно поможет развитию, в том числе внешнеэкономических отношений, позволит усилить туристические обмены. Потом важный элемент – это паломничество. Очень много людей выезжают, в том числе в нашей республике, посмотреть достопримечательности и к святым местам Иерусалима. И третье – это медицина. Это обмен медициной, обмен знаниями. Это организация лечения тяжелых случаев. Поэтому вот у нас ясное было понимание, куда двигаться. Посол, на мой взгляд, довольно энергичный человек. Мне кажется, он понимает эту задачу. Очень надеемся. Вот самое главное сейчас, мы все ведь что ждем? Мы ждем, когда границы будут открываться. Как только граница открывается, соответственно, первое, мы сразу подаем вновь заявку на открытие рейса, уже полюбившегося жителям республики Уфа-Вена, Вена-Уфа. Рейс, который вышел на самоокупаемость. После этого это рейс Тель-Авив. Вы знаете, Стамбул у нас летает, потом Баку, Ереван. И мы искали еще один вариант какого-то западного направления, вот какую-то точку Европы, в данном случае, наверное, Италия. Потому что
моя задача сделать так, чтобы нашим жителям, которые путешествуют по миру, очень спокойно, очень комфортно и за небольшие деньги можно было сразу сесть. Не надо мотаться в Москву, там через эти аэропорты большие проходить. Сел в Уфе и приземлился где-то на западе. Рафич, а если вернуться к Израилю, что Израиль нам может дать, это понятно. А что мы дадим Израилю? Ой, да мы много чего можем дать, но прежде всего, вот, да, есть же традиционные статьи нашего экспорта. Это продукты нефтепереработки, раз, да, это тяжелое машиностроение, то есть у них тоже есть определенная потребность. Вот, ну и, конечно, я полагаю, что и по продуктам питания мы можем посмотреть, а там определенные требования, конечно. Я уже провел ряд переговоров в правительстве Российской Федерации. Я же говорю, что мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Вот у нас была задача год назад, чтобы у нас, 1,5 года назад мы этим, даже, 2 года назад занимались, чтобы у нас была особая экономическая зона. Мы ее добились. Мы ее добились, не просто добились. В мае нам прошлого года ее дали. Сейчас июнь 2021 года, а там уже заводы строятся. Там Про уже зону Алга вы говорите? Зона Алга. Я считаю, что этот вопрос мы уже закрыли и идем вперед. Расширяемся. Но мы хотим другой статус получить. Мы хотим получить статус инновационного научно-технического центра. Это то, что называется долина. Вы знаете, силиконовая долина, кремниевая долина, титановая долина. Мы, самое смешное, еще не придумали название, какой наша будет долина. Хотя мы понимаем примерно, какие компетенции туда включать будем. Вот это второй этап. Но это уже, я думаю, что мой разговор либо с председателем правительства, либо с президентом страны. Спасибо.